Всем привет! Ой, привет! И вы смотрите наш очередной видеоблог. В каждом нашем блоге мы говорим о важных проблемах, но делаем это с нашей точки зрения. То есть простыми и понятными словами, без всяких заумностей. И давайте перейдем к нашей сегодняшней теме. Но сначала, Селек, посмотри вокруг. Тут очень красиво, все такое ухоженное, такая чистота. Вот, обрати внимание, как тут чисто. Я очень люблю свой родной Бишкек, но, к сожалению, не везде в нашем городе так чисто. Смотри, какое фото стоит у меня сегодня в соцсетях. Ужас, настоящая свалка. И это почти в центре города. А вот что на это прислали мне мои подписчики. Да, удручающее зрелище. Страшно представить, что у нас столько мусора. И это ведь по всей стране. О, тебе кто-то написал. Что вы так переживаете из-за какого-то мусора? Осенью после ветра тоже полно мусора. Листья, ветки, желудь. Доминика, можешь дальше не читать, и так все понятно. Да, я лучше кое-что найду. Вот, читаю из Википедии. Твердые бытовые отходы – предметы или товары, потерявшие потребительские свойства. Наибольшая часть отходов потребления твердые бытовые отходы делятся также на отбросы и, собственно, бытовой мусор. А последний, часто на бытовом уровне, именуется просто мусором. Именно о таком мусоре мы сегодня и разговариваем, который появляется от жизнедеятельности человека. А чтобы стало еще понятнее, у меня есть одно интересное видео. Включай! Проблема отходов стала сегодня одной из самых важных экологических проблем, с которой столкнулось человечество. Бытовые отходы или просто мусор – это старые газеты, пустые консервные банки, пластиковые пакеты, оберточная бумага, разбитая посуда, изношенная одежда, вышедшая из строя бытовая техника и так далее. Обычно все эти продукты выбрасываются, чем грубо нарушается один из основных законов природы – круговорот веществ в природе. После появления искусственных материалов наши отходы будут оставаться на свалках десятки и сотни лет, отравляя землю, воду и воздух. От одного только пластика каждый год в мире умирает 100 тысяч морских животных и миллион птиц. Почему же все так происходит? Дело в том, что вещи служат нам очень недолго, а покупаем мы их все больше. В результате все больше становится и отходов. Каждый из нас выбрасывает на свалку 400 килограммов мусора в год. Каждый год территория под свалки увеличивается. Стоки с этих свалок попадают в подземные воды, а люди, живущие рядом с ними, постоянно чувствуют этот ужасный запах. К тому же отходы периодически горят и отравляют воздух. Если весь накапливающийся за год мусор не уничтожать и не перерабатывать, а ссыпать в одну кучу, образовалась бы гора высотой с Эльбрус, высочайшую горную вершину Европы. Ого, это столько мусора! Фу, как это все ужасно! Чего тут только нет. Эти горы мусора могут всех наших туристов спугнуть. Да, ты права. Эти свалки не только уродуют наш прекрасный город, но и представляют угрозу для здоровья людей. А мне уже в агенте об этом написали. Слушай,
Вещества, образующиеся при разложении отходов, загрязняют атмосферный воздух. Дождевая вода вымывает ядовитые вещества, разложившихся отходов, а это приводит к загрязнению и заражению открытых водоемов и грунтовых вод. В любом случае, эту проблему надо как-то решать. А как? Мы сейчас посмотрим. Мне тут скинули очень интересную ссылку. До последнего времени во всех странах мира от твердых бытовых отходов пытались избавиться двумя способами: путем сжигания на открытых свалках или специальных печах. Но при этом в обоих случаях появлялись дополнительные источники загрязнения воздуха и путем захоронения в могильниках. Второй способ также имеет негативные последствия. Выходом из этой ситуации может быть так называемая утилизация отходов, проще говоря, их вторичная переработка. Вторичная переработка – это повторное использование или возвращение в оборот отходов производства или мусора. Наиболее распространена вторичная, третичная переработка таких материалов, как стекло, бумага, алюминий, асфальт, железо, ткани и различные виды пластика. Значение вторичной переработки огромное. Во-первых, ресурсы многих материалов на Земле ограничены. Во-вторых, попав в окружающую среду, материалы обычно становятся загрязнителями. В-третьих, отходы и уже ненужные или сломанные изделия часто являются более дешевым источником многих веществ и материалов, чем источники природные. Многие из вас слышали выражение, что богатые потому и богаты, что предпочитают не тратить, а беречь. Возможно, оно не так уж и далеко от истины. На сегодняшний день количество многих ископаемых на планете ограничено, а уж говорить об их восстановлении вообще пока не имеет смысла. Подобных технологий на сегодняшний день нет. При этом вторичное использование многих материалов намного выгоднее, чем их первичная переработка. Получается, что открытую консервную банку нельзя использовать повторно как контейнер для пищи, но ее можно переплавить и потом изготовить любое металлическое сырье. В том числе и новую консервную банку, но лучше пользоваться стеклянными, они практичнее. О, к нашему разговору активно подключаются мои друзья в агенте. Там какие-то видеофайлы, давай смотреть. Ни один день не обходится без похода в магазин, где купленные нами продукты заботливо упаковываются в пакеты. Приходя домой, мы их перекладываем в холодильник, а пакеты выбрасываются в мусорное ведро. В среднем один полиэтиленовый пакет используется 25 минут, а затем выбрасывается. Пакет попадает на свалку и живет там до 200 лет, нанося вред окружающей среде. Несколько поколений наших потомков успеет за это время родиться и прожить всю свою жизнь. Поэтому все же нужно думать о пользе вторичного использования полиэтилена. Папа и мама всегда рассказывают, что Советский Союз был номер один во всем мире в вопросе сбора и переработки мусора. По всей стране работали пункты приема стеклотары. Они тогда были пионерами и занимались сбором металлолома. А еще макулатуру тогда обменивали на редкие книги. Сейчас тоже есть пункты приема макулатуры. А мы дома сдаем макулатуру на переработку. И всей семьей спасаем деревья. Потому что 7 килограмм сдатой макулатуры – это одна спасенная от вырубки дерева. Для вторичного использования отходов должна быть рассортирована отдельная бумага, пищевые отходы, стеклянные. Я видела, как это делается в Европе. Для этого нужно установить контейнер для разного вида мусора. Тогда и у нас установить такие. Я думаю, что самое главное правило – избегать образования отходов. Насколько это возможно? Лучшие отходы – это те отходы, которые совсем не образуются. Как точно подмечено. Да, моя мама всегда говорит, чистота не там, где убирают, а там, где не мусорят. Только вот как это сделать? Нам не обязательно самим ломать над этим голову. Тем более, что я видел, как ты размещала этот вопрос в своем статусе. Да, и 57 человек уже заняты обсуждением.
Хорошо было бы брать в магазин рюкзак или сумку для покупок вместо полиэтиленового пакета. А мы дома ремонтируем подержанные вещи, технику. Это намного лучше, чем постоянно покупать новые. Предлагаю заменить пластиковые упаковки на стеклянные или бумажные с последующим сбором стеклотары и макулатуры. Помимо пользы для природы, это экономит нашей семье деньги. А вот еще, покупайте те товары, на которых стоит этот значок. Это значит, что упаковка переработана из мусора. Спасибо вам всем большое за такие хорошие советы. Я думаю, что если мы будем этого придерживаться, то наши свалки пусть и не станут меньше, но хотя бы не будут расти с такой пугающей скоростью. А если наша страна пойдет по пути правильной утилизации отходов, то, возможно, не будет надобности в этих свалках мусора. А подтверждение этого давай посмотрим видео от моего друга в агенте. Многие из отходов, которые мы производим, содержат ценное сырье. Если промышленность будет максимально использовать такое вторичное сырье, то это приведет к снижению спроса на первичное сырье. Сырье не придется заново производить или добывать в энергоемком и затратном процессе. Любой продукт легче переработать, чем получать заново. Переработка вторсырья вносит значительный вклад в достижение следующих целей: охрана здоровья, создание рабочих мест и возможности дохода, охрана окружающей среды, эффективное и устойчивое использование ресурсов, сокращение выбросов парниковых газов и охрана климата. Работа и техобслуживание станций повторной сортировки стоит немало, так же, как и использование специального оборудования. Однако на выходе мы получаем улучшение экологического состояния страны и здоровья ее жителей. Сегодня я поняла смысл принципа «ничто не исчезает бесследно». Это означает, что мусор и другие загрязнители в действительности никуда не исчезают. Мусор, который мы выбрасываем, может превратиться во что-нибудь другое или измениться, но он никогда не исчезнет. Да, проще и правильнее давать вторую жизнь мусору, а не затрачивать ресурсы на производство того или иного материала с нуля. Главное, чтобы мы все помнили, что мусор – враг природы. Давайте убирать за собой всегда. Если мы почистим за собой пакеты и бутылки после пикника в роще Алла-Арча, в следующий раз мы сможем отдыхать в чистой и зеленой зоне. На сегодня все, нам пора прощаться. Мы говорим вам до свидания. Присылайте, комментируйте, а также присылайте свои видеоматериалы. Увидимся на просторах интернета.